Вы слушаете аудиоподкаст «Дерс», посвященный истории народов Крыма. В этом эпизоде курса лекций кандидата философских наук Надира Бекирова вы узнаете о процессе появления и исчезновения страны Дори или Готского княжества Феодора со столицей в Мангупе. Мы также познакомимся с союзниками и врагами феодоритов как в Крыму, так и за его пределами, и рассмотрим особенности их жизнедеятельности и образа жизни до взятия Мангупа Османской империей. Алиса, как ходят в гости крымские татары? Крымские татары не ходят в гости с пустыми руками. Чаще всего берут с собой сладости и кофе. А какой кофе пьют крымские татары? Раньше это был леба, а сейчас хырым-хавеси. Ну и произношение, Алиса. Тебе надо над ним поработать. Хорошо, как скажете. А где можно купить этот кофе? Его можно купить в местных магазинах, а также заказать на Wildberries. Алиса, ты умница. Поставь хайтарму. Алиса, Крым кавесы запомнила? Феодора — такое слово, которое, во-первых, звучит красиво. Во-вторых, оно для определенной категории историков, поздних историков Крыма, 19-20 века, подает надежды отождествить Крым с мультфильмом «Дядя Федор, пес и кот», приблизить его, так сказать, к их взглядам. Но это на самом деле очень интересная страница в жизни истории Крыма, которая, по сути говоря, сказывается по сей день. Но не очевидно для людей, которые либо живут в Крыму недавно, либо вообще в нем не живут, не жили, или которые знакомятся с историей Крыма по школьным учебникам. Так что же такое Феодора? Кто в нем жил и как появилось и исчезло это княжество? И вообще, княжество ли это? У разных исследователей различное мнение об эпохе его возникновения, о его жителях, их языке и культуре, о его названии, о его взаимоотношениях с соседями, о последствиях его исчезновения. Некоторые полагают, что население средневекового горнолесного Крыма было преимущественно греческим. Другие – готским или аланским, почему-то вычеркивая тавроскифов и исключая из него народы тюркского происхождения. Исторический факт, о котором признают все историки, что эта территория входила несколько веков в хазарский каганат, подчиняясь хазарскому кагану, а значительная часть его населения говорила на тюркском языке, отличавшегося от тюркского языка степного Крыма, как-то остается за пределами их понимания и рассмотрения. Некоторые считают, что под именем «Страна Дори» или «Дорис» эта территория существовала практически самостоятельно, имея связи с Восточной Римской империей только в качестве православной епархии. Другие полагают, что это была политическая, религиозная, культурная часть Восточной Римской империи, лишь в XIII веке ставшая независимым княжеством. Причем слово «княжество» – это современное русское слово, так же, как и титул его главы «князь», не вполне отражает статус этого государства, как его понимали сами феодориты, выражаясь современным языком жители Феодора и их правители. Употребляемое в русскоязычной исторической литературе слово «князь» на самом деле сбивает с толку, поскольку правители Феодора именовали себя либо на румейском «Басилевс», либо «Басилей», или по-тюркски «Улуббей». Надо понимать, что люди, говорившие на современном или русском языке, или славянском каком-либо языке, Феодора никогда не жили. И славянские языки Феодора известны не были и не существовали в употреблении, хотя население было православным. Но корень и источник православия – это Восточная Римская империя. Так что реальное историческое название этого государства, по крайней мере, в последние века его существования, Бейлик, а никак не княжество. Если угодно по-русски бейство, подобно ханству, но никак не княжество.
Сами слова Дори, Дорис, Феодора объясняются по-разному. При этом все как бы знают, что оно еще называлось Имангуб. Но почему и от чего, это все как-то не очень сопоставляется и анализируется. Есть разные варианты, их можно посмотреть в литературе. Название Феодора имеет различные объяснения. Нам, каким бы странным это ни показалось, наиболее логичным представляется интерпретация, основанная на следующем рассуждении, подумайте кого? Фридриха Энгельса, данным им в примечаниях к своей работе «Происхождение семьи, частной собственности и государства». Хотя Фридрих Энгельс писал по совершенно другому поводу, это как раз и делает его умозаключение, как ни парадоксально, только еще более объективным, потому что он совершенно как бы не замысливал, как дать интерпретацию для того, чтобы уложилось там в его видение. Энгельс не занимался историей Феодора или вообще средневековым Крыма. Однако немецкий был родным языком. Он знал его историю языка. И для написания своей работы специально изучал другие европейские языки, в том числе готский, один из языков горно-лесного Крыма того периода. Это его замечание относится к готам IV века нашей эры, то есть к тому периоду, когда их часть вторгается в Крым и обустраивается в нем. Дальше цитата. Латинское слово «рекс» соответствует кельтско-ирландскому «рих» – старейшина племени, и готскому «рейкс», что последнее слово, как в первоначальном немецком «фюрст», означает то же, что по-английски «first», по-датски «форсте», то есть «первый», означало также старейшину рода или племени. Явствует из того, что готы уже в IV веке имели особое слово для короля последующего времени, военачальника своего народа «тиуданс». Артаксеркс и Ирод в Библии, переведенную Эльфивой, никогда не назывался «рейкс», а только «тиуданс». Государство императора Тиберия не Рейки, а Тиудамассус. В имени готского Тиудаяса, или, как мы неточно переводим короля, Тиударейкса, Теодориха, иначе говоря, Дитриха, оба эти обозначения слились воедино. Слово «Теодорих» и «Феодора» не просто созвучны. «Феодора» – это практически греческое произношение того же самого слова. То есть в греческом языке звук «т» замещается звуком «ф». Ну, например, обратные заимствования ведут к обратному. Там, допустим, в украинском языке слово «катедра» вместо слова «кафедра» первоначально греческого. Но и был обратный процесс. То есть звук «ф» во многих языках заимствованный, он, кстати, в русском тоже. Он не присущ этому языку изначально, он присутствует только в словах, заимствованных из других языков. Но то же самое было у греков. Им было трудно произнести звук «т» в некоторых случаях, в некоторых сочетаниях. Они использовали слово вот «теодорикс». То есть король как раз в ту эпоху, глава готов и его владения в Крыму, когда они только-только вторглись и захватили Крым, в греческом, в рамейском стал звучать как Феодора. А окончательно там терялось на греческий лад. Но кто такой Теодорих? Король, а в первоначальном смысле старейшина рода племени, имевший к тому же власть военачальника. Причем его должность стала его именем. Это не единственный случай в истории. Титул Чингисхана стал новым именем человека, звавшегося ранее Темучин. С Гаем Юлием Цезарем произошло обратное. Его имя стало нарицательным обозначением европейских монархов. Немецкое кайзер или русское царь. Теодорих – реальное историческое лицо. Вождь готов, около 340 тысяч человек, которых он и повел на Римскую империю и в Европу вообще, после того, как их большая часть оставила Крым, мы об этом уже говорили. Но перед этим-то она захватила его и основала свои поселения в горно-лесном Крыму, рассчитывая утвердиться в нем. Только гунское давление заставило большую часть готов уйти из Черноморья на запад. Известно, что развитие государственной власти в средневековой Германии переживало период выделения первого среди равных князя, на основе чего в последующем сформировалась королевская власть. Что-то похожее, судя по всему, происходило и в будущем Феодора. Румеи к моменту появления готов, уже жившие вперемешку с ставроскифами на этой территории и вынужденные сначала потесниться, вполне естественно стали называть это полугосударственное новообразование
на захваченной у них земле, так как его называли сами готы – Теодорих или на армейский лад Феодора. У слова «дори» и «дорис» есть разные толкования, но они вполне органично вписываются в этот ряд, как сокращенные от Теодориха или от Феодора. Мангуб появляется позже, после установления власти хазар. Однако уже и после ухода хазар как политической силы и государства название Мангуб, применительно к столице Феодора и применительно к самому Феодора, остается. Почему? Да просто потому, что с уходом власти хазарского кагана сами хазары, а точнее племена, входившие в хазарский каганат и жившие на территории Крыма, никуда не ушли. Сами хазары были, выражаясь современным языком, очередной политической нацией, подданными кагана. Падение его власти в результате разгрома князем Святославом далеко-далеко на восток от Крыма, на Итиле, Волге, представьте расстояние, и это где-то там 9 век, не означало исчезновение хазар, точнее конгломерата тюркских преимущественно племен как таковых. Тем более на территории, которая непосредственно этой войной не была затронута. Святослава в Крыму не было. Хазары к этому времени владели столицей Феодора около 3 веков, а граница их проходила с румейскими владениями в Крыму как раз где-то по горно-лесной части. К этому времени в ней расселились уже и тюрки, утигуры и кутигуры. Иногда их обозначают как гунские племена, иногда как булгарские. Что на самом деле одно и то же, поскольку булгары – одно из подразделений Гунского союза, а впоследствии подданные хазарского каганата. К ним в ближайшее время добавилась какая-то часть печенегов, имя которой не существовало в истории, мы об этом поговорим позже, сами они себя называли канглы или кангар, также оставшиеся в Крыму. Известно, что хазарский каган не препятствовал тому, чтобы его подданные были христианами, хотя сам он и элита каганата были иудеями. Таким образом, смешанное тюрко-готское название Манг-Уб, то есть Верхний Манг, кстати говоря, в Крыму есть, и не только в Крыму, другие названия географических пунктов с этим же корнем. Мангуш – это Новопавловка, в Крыму, в Бахчисарайском, нет, Озек, да, Новопавловка, правильно. Вот, это Мангуш, а селение Мангуш есть и в Кыргызстане, и в Туве. И, кстати говоря, полуостров Мангышлак тоже однокоренное слово с ним. Верхний Манг. С прекращением власти хазарского кагана начинает вновь укрепляться позиция Восточной Римской империи. Оставшиеся тюрки активно принимают православие по тем же причинам, по каким это ранее сделали тавраскифы и гот-аланы. В конфессиональном плане это делает горно-лесной Крым более однородным. Румейское православие становится единой для всех населяющих его этносов религией. Но с этнокультурной стороны он становится еще более многорасовым, многокультурным и многоязычным. Политическая элита Феодора формируется в результате многовековой притирки также на полиэтничной основе. Среди активно используемых в хозяйственной, общественной, религиозной и политической жизни языков остаются румейский, готский и тюркский. Древние языки наречия превращаются в диалекты, говоры и особенности произношения этих 3 языков. Однако не в Крыму, а за пределами его Восточная Римская империя переживает несколько серьезных потрясений и неуклонно слабнет. Это и натиск сельджуков в Малой Азии, и переворот, устроенный крестоносцами, и правление всей Византии узурпаторами с запада в течение 1206-1230 годов. И новый натиск османлы, о них позже, обошедших уже Константинополь и продвинувшихся на Балканы, вплоть до того, что они создали свою столицу в Адрианополе, по-турецки трансформировавшись в Эдирне, на 60 километров западнее Константинополя. Понятно, что в таких условиях Румейская империя утрачивала контроль над своими владениями, в частности, не могла управлять ими из Константинополя или оказывать ими помощь. Хочешь, не хочешь, это касалось и Феодора. Может быть, даже не очень по своей воле, но становилось де-факто и де-юре независимым государством.
Княжество возникло в условиях ослабления Румейской империи, когда метрополия уже не могла сама обеспечивать безопасность своего крымского анклава. Так или иначе, христианское, румея, гота, тюркоязычное население горно-лесного и южнобережного Крыма нашло в себе силы и мудрость самоорганизоваться. Республиканские устои раннего Херсонеса были забыты давно. На протяжении уже более 1000 лет люди жили в условиях монархий, казавшихся естественной формой правления. Этому способствовало уже и крепко утвердившееся христианство. Надо сказать, что с таким поворотом бывшие крымские подданные Румейской империи справиться сумели. При ослаблении или отсутствии центральной государственной власти всегда объективно возрастает роль региональных правителей, в том числе выходцев из бывших чиновников центрального правительства и местной элиты. На бывших византийских территориях в Крыму так и произошло. Как мы помним, первоначально существовало 30 или около 30 небольших феодальных владений, по-видимому, на базе существовавшего при Византии административного деления. Территория его занимала горно-лесной и часть южного берега. Она также имела выход к морю в районе или непосредственно через Херсонес. Объединяя под своей властью этносы очень различного происхождения и культуры, существовавшие в течение тысячелетий с этносами и государствами Степного Крыма, Феодора имела со своими соседями относительно мирные и стабильные отношения. Баланс, как бывало и раньше, оказался нарушен появлением новых игроков. Вот обратите внимание, что первый вот такой баланс межэтнический был к 3-4 веку, вторжение готов и алан, а потом гунов и всех остальных это поменяло. Где-то к 16 веку уже сложилась в горно-лесном и южнобережном Крыму Феодора, а в степной части это хазарский каганат, впоследствии печенежские ханства, но тут появляются активные новые игроки, и опять баланс нарушен. В исторической литературе настолько въелась привычка рассматривать все события в Крыму как некую вечную войну между степными народами и близкими сердцу земледельцами, позже христианами, что факты, очевидно, не укладывающиеся в такую концепцию, просто не видятся глазами историков. А если фактов вражды и войны не находятся, их просто придумывают. Какое это имеет отношение к вопросу о Феодоре? Дело в том, что до сих пор непонятно, а что случилось с Херсонесом? Практически все историки с удовольствием рассуждают о его появлении на Крымской земле, о клятве херсонеситов, о христианских церквях и монастырях, однако как-то обходят вопрос о времени и причине его исчезновения как населенного пункта и порта, одного из перевалочных пунктов морской торговли между Крымом и Средиземноморьем. Зафиксированный и многократно обсужденный в литературе факт его осады, взятия и разорения киевским князем Владимиром в X веке почему-то рассматривается только с точки зрения приобщения Киевской Руси к православию. То, что сама колыбель русского православия оказала вооруженное сопротивление этому счастью, а как следствие еще и отдала все имевшиеся у нее золото и другие драгоценности, остается незамеченным. Однако в ближайшее после того время Херсонес прекратил свое существование. Еще в конце X века Херсонес под своим именем существовал и процветал, иначе киевскому князю Владимиру нечего было бы осаждать и впоследствии забирать там золото и серебро. Однако к XIII веку там остались одни развалины, и город перестал функционировать как населенный пункт и как порт. Это иногда относит насчет татарского нашествия. Однако и до него, и после него не прекратили свою деятельность такие торговые центры, как Пантикопей, Боспор, позже Керчь, Никофа, Нетана, Азов. Наоборот, они стали еще более активно развиваться как перевалочный пункт Великого Шелкова и из варяг в греки торговых путей. Золотая Орда ни в коей мере не была заинтересована в упадке прибрежных городов. Вообще, как было уже отмечено, сменявшиеся в течение столетий и тысячелетий господа положения в степи, все были заинтересованы в заморской торговле через эти города. Поэтому, даже беря их штурмом, ни один завоеватель не ставил целью их ликвидацию. К тому же осевшие на землю потомки кочевников, за исключением турок, так и не научились искусству кораблестроительства и кораблевождения, без чего эта торговля была немыслима.
Подтолкнуло их к объединению, скорее всего, высадка венецианцев и особенно генуэзцев, сразу довольно агрессивно поведших себя в Крыму. Применительно к населению используют слово «феодориты». Оно означает подданство, но не этническую принадлежность. Этноса феодоритов в Крыму не существовало. Более того, в Феодора веками существовала практика так называемого двоеверия, когда в одной семье из поколения в поколение разные ее члены принадлежали к разным конфессиям. Один брат и мать могли быть христианином, сестра и отец мусульманином, вплоть до имен. Сестры Анастасии могут быть брать там, допустим, Вали или Хасан. Причем это не была ситуация, совсем похожа на современные смешанные семьи, потому что, обычно где-то во втором-третьем поколении как-то дети уже разбредаются либо туда, либо сюда, определяются и прочее. А это веками существовала ситуация. То есть, пожалуйста, в одной семье или в куче семей, или во множестве семей, там, одни из века в век были мусульманами, другие из века в век христианами. Совершенно уникальная ситуация. Местные владетели горно-лесного Крыма, оставшись без поддержки и, главное, военной помощи Византии, вынуждены были сами позаботиться о своей безопасности, создавая объединенное войско. Кстати, несмотря на немногочисленность, неоднократно показавшие высокие боевые качества. Само собой, ему требовался единый военачальник, и вполне логично, что его власть быстро вышла за пределы исключительно военных потребностей. Объединение сил, ресурсов, территории и стало началом нового небольшого государства. Кстати, феодоритский князь, по московским источникам князь, на греческом именовался Базилей, что иногда передается как и собственное имя одного из князей, Василий. Хотя на самом деле это был титул, а не отдельное имя. Сложилось княжество чуть раньше, чем сформировалось Крымское ханство. Однако отношения феодоритов с крымскими татарами и Крымским ханством были вполне мирными и взаимовыгодными. Более того, при вторжении османских войск, мало кто об этом знает или обращает на это внимание, первоначально все государства и народы Крыма той поры, Крымское ханство, генуэзские колонии и Феодора, выступили единым фронтом, помогая друг другу. Однако османский десант оказался сильнее и шаг за шагом разгромил всех. Причем на Феодора османы потратили около полугода, с мая по сентябрь, и смогли взять горные укрепления только после подвоза из Стамбула бомбард огромных крепостных орудий, невиданного до них в Крыму оружия. Территория княжества неоднократно менялась, как следствие побед и поражений в хронической войне с генуэзцами. Обращаю внимание, именно с генуэзцами. А почему же с генуэзцами? Она то расширялась на весь южный берег до Судака, то сужалась до внутренних горных районов. При этом, как часто бывало и раньше, состав населения кардинально не менялся. Это была довольно пестрая по происхождению гото-румея тюркская смесь с реликтами более древних ассимилированных этносов. Упоминает также черкесов, о которых мы говорили, возможно, потомков алан и, собственно, татар. Этническая принадлежность феодоритской династии не ясна. Как часто бывало в истории, вполне возможно, что это была династия смешанного происхождения. Имена известных князей, сменявших друг друга, Василий, Дмитрий, Стефан, Алексей I, Мануил, Исаак, Александр, сын Улубея, правившие с 1350 по 1475 год, могут создать впечатление, что они были русскими или, по крайней мере, славянами. Но это в нынешней литературе так. Это русифицированная версия звучания их имен. Реальные имена звучали в румейском варианте – Василевс, Дмитриус и так далее. А во-вторых, среди этих правителей встречаются такие, как Улубей, первое или параллельное имя Мануила. Улубей – великий князь или господин по-тюркски. И там же был некий Кейхибей, не совсем ясное Тихур, возможно, неправильно переданное в румейском письме Тархан, что по смыслу очень даже подходит. Официальной религией считалось православие, однако для Феодора было характерно двоеверие, о чем я уже говорил, когда в одной и той же семье постепенно начали встречаться имена и христианского, и мусульманского происхождения, с тех пор, как в Крыму стал активно распространяться ислам, то есть это где-то с XIV века, 1300-е годы. Официальным языком документов был румейский. Однако известно, что церковные службы велись и на готском языке.
И даже имена правителей показывают, что тюркский использовался на самом высоком уровне. То есть, в принципе, в этом государстве небольшом существовало троязычие. У феодоритов были союзные отношения с Золотой Ордой, позже с Крымским ханством. Несмотря на религиозные различия, они часто участвовали в войнах на одной стороне и не зафиксировано ни одной войны между татарами и феодоритами. В отличие от генуэзцев, с которыми у татар и феодоритов на протяжении 2 веков военные действия перемежались мирными периодами. А почему же с генуэзцами? Да потому что генуэзцы пытались держать монополию на внешнюю торговлю из Крыма. И феодориты со своим возможным портом в Херсонесе были им конкурентами, поэтому генуэзцы прямо-таки ставили задачу отрезать их от моря. Для этого были естественные причины. Татарам гораздо было выгоднее получать от феодоритов необходимые им продукты и изделия, не встречавшиеся в степи, прежде всего фрукты, нежели однажды разорить княжество и остаться ни с чем. Более того, Хаджи Герай пытался сломать монополию генуэзцев на морскую торговлю, помогая феодоритам в борьбе за контроль над побережьем. Феодоритам также было гораздо выгоднее поддерживать мирные отношения торговли с татарами, нежели оказаться запертыми в горах. С началом вторжения Османлы на полуостров между собой все примирились. Феодориты, генуэзцы и крымские татары пытались оказывать совместное сопротивление. После героического полугодового сопротивления 2000-го гарнизона, состоявшего из феодоритов и 300 валахов, говоря нынешним языком, молдаван. Однако наличие валахов в составе феодоритского войска тоже говорит об их отношениях с татарами. Как вы понимаете, молдаване могли оказаться в Крымских горах, только пройдя дорогу между Молдовой или Валахией по тем временам и Крымом по суху. Они не могли оказаться в Крымских горах по морю. И это означало, что хотя бы на каком-то участке они должны были пройти пеший путь. И это означало, что эти 300 воинов, которые, конечно, за крепостными стенами и с огнестрельным оружием представляли серьезную силу, но 300 воинов в степи – это никто пехоты. И если бы татары в свое время не пропустили их через свою территорию, они бы никак не могли оказаться в составе феодоритского войска. А это как раз и говорит о том, что отношения между татарами и феодоритами были союзнические. В октябре 1475 года Мангуб-Кале был взят Османлы. Последний князь Феодора Александр Александрис был вывезен в Стамбул и позже там убит. В плен попал и также был вывезен в столицу Османской империи Менглигерей. Для него судьба сложилась лучше. После 7 лет плена он вернулся в Крым, подписав договор о союзе с Османской портой. Население Феодора до захвата Османлы некоторые современные авторы оценивают 200 тысяч человек. Представляется, что это огромное преувеличение. Во-первых, даже сейчас, по данным на 2017 год, я просто посмотрел официальную статистику, население Севастополя, Ялты, Алушты, Судака и Бахчисарая едва насчитывает 180 тысяч человек в сельской местности. А тут в 13 веке 200 тысяч. Где они жили, что они ели. А именно эта территория более-менее образовывала Феодора в период его максимальной величины. Городов же многотысячников, которые теперь дают уже большее количество населения, тогда и в помине не было. Во-вторых, сомнительно, чтобы на такой ограниченной, особенно явно недостаточной для сельского хозяйства, из нее нужно исключить горы, склоны, лесные массивы и так далее, территории, могло прокормиться такое количество людей. Ведь нынешние-то люди кормятся не с тех посевов, которые они выращивают на своих огородах там или на полях, а из продуктов, привозимых в магазины, далеко из-за пределов Крыма. К тому же они занимались больше садовыми культурами и виноградом, нежели зерновыми. В настоящее время эти территории кормятся за счет привоза продуктов, а не производства их на месте. А как же это могло быть в 15 веке, допустим? В-третьих, это совершенно не соответствует численности армии Феодора. Есть такие уже экспертные исторические оценки, когда максимальное количество армии примерно соответствует 1/5 20% того и всего народа. Поэтому при наличии 200 тысяч человек армия Феодора должна была выставить от 30 до 50 тысяч бойцов, но никак не 2000 всего лишь. Наконец, через 300 лет после этих событий царское правительство, организуя переселение крымских христиан, насчитало их около 30 тысяч человек. Причем это была подушная перепись.
При этом, конечно, нужно иметь в виду, что значительная часть бывших христиан приняла к тому времени ислам. Но даже если эту цифру удвоить или утроить, 200 тысяч никак не получается. Османское правительство после разгрома Феодора взяло его территорию под свое прямое правление из Стамбула, образовав так называемый Санджак. Представителем султана был паша, чья резиденция была не в Феодора, а в Кафе. При этом массового заселения горно-лесного Крыма не было ни со стороны Османской империи. Она не могла заинтересовать безземельных крестьян. Слишком незначительные были угодья в горном Крыму. Тем более она не могла заинтересовать кого-либо еще. Там были выставлены немногочисленные, до 500 человек, османские гарнизоны, несшие караульную службу. С другой стороны, переселение подданных крымского хана в нее также было запрещено, хотя закрытой границы не было. Общение между горно-лесным Крымом и другими его частями происходило практически так же, как и в прежние времена. Поэтому культурный, торговый и генетический обмен продолжался. Скорее наоборот. Складывание именно в горно-лесном Крыму к позднему средневековью, условно говоря, грекоязычного народа, говорящих на нескольких диалектов языка, румеев, и тюркоязычного, урумов, живущих компактно, но на относительно небольшой территории, впритык друг к другу, но в разных населенных пунктах и в разных регионах, демонстрирует высокую степень культурно-конфессиональной терпимости, выработанной представителями этносов, оседавших в Крымских горах, постепенно вырабатывавших общую культурную идентичность, синтезировавшие их собственные достижения и наработки. Однако в XI-XII веках в Средиземноморье на Черном море появились новые хозяева морских торговых путей – венецианцы-генуэзцы. Именно на эту эпоху приходит полное запустение Херсонеса. Насколько это было важно для генуэзцев, свидетельствует тот факт, что когда князь Феодора Алексий или Алексис попытался организовать торговый порт в Каламите, сейчас это место называется Инкерман, и захватил Чимбала, то есть Балаклаву, бывший по составу населения румейским, генуэзцы в 1434 году, еще более чем за 100 лет до падения Феодора, прислали из Италии эскадру в 20 галер с 6000 вооруженными пушками и мушкетами. Для того времени это очень большая сила на фоне 2000, скажем, армии феодоритского князя, солдат со специальной целью отогнать феодоритов от берега и провести карательные рейды по близлежащим селам с целью взять все южное побережье под полный контроль. В этой части экспедиция удалась, но ее продолжение в виде атаки на Крым, столицу Крымского ханства, провалилось. 8000-ный отряд генуэзцев, в который вошло еще 2000 местного набора, кроме тех 6000, которые приехали из Генуи, был уничтожен в схватке крымскими татарами под Карагозом. Сейчас это Первомайска Кировского района. А генуэзцы вынуждены были искать мира и договоренностей с Хаджигереем, крымским ханом. В следующей части цикла аудиолекций о народах Крыма вы познакомитесь с концепцией появления коренных народов Крыма и с процессом заселения полуострова различными этносами с древнейших времен. Вы также узнаете о генетической и культурной преемственности этносов Крыма и почему теория геноцидов является ошибочной.